Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллахи саллаллаху алейсалям. Аллахумма шрах ли садри ва яссир ли амри ва хлюл ухдатам мин лисани яфқаху қавли. Аллахумма аллимна ма янфа'уна ванфa'на бима 'алламтана ва зидна илма. Субханака ла илма лана илля ма 'алламтана иннака антал алимул хаким. После этого у нас сегодня урок в Исламском университете Украины онлайн-режиме. Сегодня, инша'Аллах, должно быть последний урок по книге Акидатуль Васития. С помощью Аллаха, иншаллах, закончим сегодня последний урок по книге Акидатуль Васития. Мы остановились аль-вали ва ма'на аль-карама. Кто такой вали? Кто такой приближенный человек Аллаху? То есть угодник Аллаха. Вали называется в единственном числе. Однако множественное число у него аулия. И пришло про аулия в Коране. Аля инна аулия Аллахи ла хауфун алейхим ва лахум яхзанун. То есть Аллах упомянул аулия ахбаракаллаху фикум. Ва ма'на аль-карама. Теперь, что такое карама? Карама – это имеется в виду дар, который даруется Всевышним Аллахом своим угодникам. Вали куллю му'минин таки. Вали, кто такой вали? Приближенный Аллаху кто такой? Это каждый верующий человек, мусульманин и верующий единобожник, такийюн, однако он богобоязненный. То есть Аллаха послушный человек. Ай каиму битаати Аллахи аля ваджхи матлуби шар'ан. Аль-Каим, то есть он стал подчинение Аллаха, аль-ваджхи матлубу шар'ан, так как требует от него шариат, так как требует от него ислам, он стал исполняя обязанности перед Аллахом. Это называется, тот, кто исполняет обязанности Аллаха, оставляет запретное, его называют вали на самом-то деле. Валь-карама, что такое теперь? Карама, дар, или как некоторые говорят, чудо. Но дар, он Всевышний дарованный Аллахом. Амрун харикун иль-адати. То есть, это амрун харикун иль-адати имеется в виду, это чудесные дела. Юзгируху Аллаху та'аля аля яди валийи мин аулияи, такриман лаху ау нусратан лидин Аллахи. Юзгиру Аллах. Аллах показывает, Всевышний Аллах показывает эти дары через кого? Через рук, через этого приближенного человека Аллах показывает. Аля яди валийи мин аулияи такриман лаху. Почитая, уважая его, Аллах Субхану ва Та'аля показывает дары, дарованные Аллахом этому валию. Такриман лаху, почитая его. Ау нусратан лидин Аллах. Или помогая религии Аллаха. Бывает, Аллах помогая, сколько гростка людей, мало гростка людей стоят перед великими большими армиями. Это называется приближенные люди Аллаха. За то, что у них есть стойкость, Аллах их укрепил. Аллах им дал помощь, Аллах их укрепил, и они являются аулиями Аллаха, угодниками Аллаха. Не называют их наоборот, как некоторые их обзывают. Нет, те, кто стали, как Дауд, алейхиссалям, стал против Талута, вместе с Джалут, и Талут был, да? Джалут и Талут. И Дауд, алейхиссалям, стал вместе с мусульманами против, получается, тиранов. Итак, это называется маленькая группа, 300 с чем-то человек, как в Коране, Сурат Бакаре рассказывается про Талута и Джалута. Талут – это мусульмане, израильтяне, Дауд вместе с ними, и также Джалут – это войска неверующих. И тут дальше объясняется такриман, почтением ему. Почтение – это одно, приближенным людям Аллаха. А теперь помощь для религии Аллаха – это еще вторая часть. Теперь польза из этого всего, то, что мы говорили. Баяну кудратилля. Первая польза из этого всего – Аллах показывает свое могущество. Вторую пользу Аллах показывает нусрату дини, от такримиль валии. Аллах показывает что? Что Он помогает религии. Маленькая гростка людей, сколько гростка людей, маленькие, верующие, единобожники, стоят перед такими великими тиранами. Возможности большие у них и маленькие людей, как мы сказали, пророк Дауд, алейхиссалям. В то время он еще не был пророком. Аллаху а'лам. Дальше. Ау такриман валии. Или почтением для валия. Как Аллах Субхану ва Та'аля почтил сподвижников, как почтил Умар бин Хаттаба и других сподвижников, как Аллах почтил и как Аллах укрепляет сподвижников. Также третья польза из этого всего, то, что мы сейчас говорим этой теме, вали, также мы сказали карама, зиядатуль имани, когда у людей иман слабый, Аллах поддерживает их разными чудесами.
зиядатуль имани, ват татбит лиль валии, чтобы укрепились эти приближенные люди Аллаха, укрепились на своих стопах, укрепились на своей земле, чтобы стойко стояли перед тиранией земли. Аллади захарат аля ядихи ва гайрихи. Через этого приближенного человека Аллаха, Аллах укрепляет его. И так Аллах показывает через его руку, через него имеется в виду, Аллах показывает, что Аллах подкрепляет, укрепляет своих приближенных людей. И это является причиной распространения ислама. Четвертая причина, польза, извлекаемая из этого, аннамина бушра лидаликаль вали. Это радость тем людям. Представляете, враги смотрят на человека, один рассказывает мне, что он стоит за цветами. Его легко увидеть очень легко. Однако враги на него смотрят. Он там же сделал намаз, омовение сделал. Его не видят, его окружили. Однако Аллах его оберегал. И так это является радостью для кого? Для приближенных людей Аллаха. Когда они приблизились к Аллаху, Аллах с ними был. И борьба на пути Аллаха одна из видов поклонений. Как намаз, как закат, пост, хадж. И также борьба на пути Аллаха. Аллах сказал тебе сделать борьбу на пути Аллаха, так как его делал посланник и сподвижники. Это является поклонением. Так как если не делают, так как делал пророк, саллаллаху алейхи, сподвижники, тогда это не называется борьба на пути Аллаха. Дальше что пятое? Аннаха му'джизатун ли расули, саллаллаху алейхи. Это является также чудо, что? Му'джиза — это чудеса пророкам только дается, имеется в виду. Аллади тамассакаль валию бидини. Хорошо? Му'джиза Аллах давал пророкам, посланникам, а теперь валию Аллах дает дар, карама называется. Потому что он следует, этот приближенный человек, Аллах следует за кем? За кем он следует? За пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи, следует, поэтому Аллах его подкрепляет своим даром, чудесным даром называется. Это как свидетельство, как пророкам было чудеса посланы, как Коран было чудо пророка, саллаллаху алейхи, да еще другие чудеса были. У Исы были другие чудеса, кроме Евангелия. И Аллах подкреплял каждого пророка своими чудесами. И валия Аллах подкрепляет, что он доказывает на истине. Это шахадатан ли валии, то есть свидетельство для приближенного человека Аллаха, что он является на истине. Карама бывает для приближенных людей Аллаха. Карама кому? Для приближенных людей Аллаха. Теперь му'джиза кому? Лин-набии. Если на арабском языке два слова сказать. Карама для аулияов, а му'джиза для анбияов, для пророков. Дальше. Валь-карамату нау'ан. Дар, то, что даруется Аллахом, они являются два вида. Фил-улуми ва-мукашифат. В науках также мукашифат, разъяснениях кое-что. То есть, как Ибн Каим другие объясняют, и Аллах дает так, чтобы видел этот человек своим сердцем, как будто в сердце у него глаз. То есть открывается, как говорится, третий глаз открывается, что он видит по-другому, не как все видят. Этот вали видит по-другому. Он не философствует, баракаллаху фикум, не отходит от текстов Корана и Сунны. Однако он видит по-другому. Баракаллаху фикум. Что бывает приближенному человеку Аллаха? Аллах дает ему видеть. Видите, что он говорит? Бывает с ними то и знание, то, что не бывает у других. Или ему появляются сокровенные, то есть скрытные вопросы появляются перед ним. Как другой не может этого видеть. Как случилось с Умар бин Хаттабом, тогда, когда он делал проповедь в Мадинате, Умар бин Хаттаб, один из партизанских отрядов был в Ираке. Они были окружены в Ираке, этот партизанский отряд. Звали его Сария, сын Занима. И Умар бин Хаттаб сказал на мимбаре, и Аллах дал видеть Умар бин Хаттаба, будучи на мимбаре, как будто через экран, смотрите, через экран, как будто он видел. Он говорит: «Аль-Джабаль я Сария, Аль-Джабаль я Сария». Горе, ближе к горе, о Сария. Сария, сын Занима его звали. Сария.
Он обращается к нему, и он услышал этот голос. И Умар бин Хаттаб является валием из аулия Аллаха, из приближенных людей Аллаха. Самый лучший вали Абу Бакр, затем Умар бин Хаттаб. Тот, кто утверждает виляя и не подчиняется Абу Бакру, Умару, Усману, Али, то они не имеют никакого виляя. Имеется в виду приближенности к Аллаху. فقال لقائدها واسمه سارية زنيم الجبل يا سارية فسمعه القائد فاعتصم بالجبل. И скрылся он, то есть прибежал он к горе. Так второе, что теперь получается, второй смысл. Мы сказали, два вида есть значения этого карамата. Фил кудрати ват та'фир. Первый мы рассказали вам, теперь мощности, могуществе, ват та'фир и влияние. Бин яхсуль вали мин кудрат ват та'фират. У валия бывает что? У валия бывает возможности, сила, также и влияние. Маля яхсуль лигайрихи. У другого не бывает таких возможностей. كما وقع للعلاء بن حضرمي حين عبر البحر يمشي على متن الماء. سبحان الله. Его зовут Аля аль-Хадрами, то есть сын Хадрамия. Когда он проходил над морем, не звонит, просто извиняюсь, не звоните, я говорю, обычно сообщение пришлите. Аля бин Хадрами, кто он такой? Он аулия из вали, из валию Аллаха, приближенный человек Аллаха. Он прошел над морем, над водой он прошел. И это случилось умме пророке Мухаммаде, саллаллаху саллям. И он не был колдуном. Как имам Шафии сказал, если хотите узнать, имеется в виду, между приближенными людьми Аллаха и шайтана, посмотрите, как он следует за Кораном и Сунной. Если он неправильно следует за шариатом Корана и Сунны, знайте, что он аулия шайтана, но не аулия Аллаха. Если он, не зная, сочиняя, что угодно делает, чтобы доказать, что он является приближенным человек Аллаху, а это является, наоборот, ложью. Почему? Потому что у него Коран и Сунна только колдовство. Тарикату ахлю сунна валь джамаати фи сиратихим ва амалихим. Тарикатум фи залик. Акидат ахлю сунна валь джамаа, ихни методология, тарика имеется в виду методология ахлю сунна валь джамаа, их истории, их действиях, их методологии. Первое мы сказали, иттибау атарин наби саллаллаху саллям захиром ва батином. Как себя ведут ахлю сунна валь джамаа? Они себя ведут, следуя. Наша община, ислам, мусульмане, имеется в виду община, которая следует за пророком. Они не сочиняют от себя, следуют они. Теперь захиран в видных вопросах, вабатинан и невидных вопросах. Как мы сказали, открывается глаз, знание он приобрел. Слишком много знаний, когда приобрел, он начинает видеть по-другому. Он говорит, из этого не будет, скорее всего, результата не будет, потому что ваши действия неправильны. Эти действия, приводящие людей к вражде. У него глаз есть. Какой глаз? Глаз знаний. Это называется проницательность в шариате. Фараса называется. Посланник Аллаха сказал, саллаллаху алейхи, насчет следования. Имтитален, ликаули, саллаллаху алейхи, следуя за посланником, что у нас есть? Довод есть. Фардуль айн является следовать общим за сунной посланника, саллаллаху алейхи. Довод где? Вот вам довод. Достоверный имам Ахмад его приводит. Алейкум би суннати, сказал посланник, саллаллаху алейхи, ва суннатул хулафа рашидил махдини ми ба'ди. Обязательно вы должны держаться за мою сунну, то есть за мой путь имеется в виду. Сунну, за мою сунну имеется в виду за мой путь. То есть за мой шариат. И также суннатуль халифа рашидин. Халифов, праведных предшественников наших. После меня, которые придут. Тогда мы не будем разногласить. Мусульмане сегодня в расколе живут. Но когда начинает каждый утверждать, что он прав, сектанты слишком много их. Но если не смотрят они Коран и Сунну, как понимали сподвижники, не следуют они, тогда они, получается, отходят от прямого пути. Также, если люди начинают, как бы он ни говорил, что он Коран и Сунна, но без совета, без выборов мусульман, если он себя выдвигает главным мусульман, он является самозванцем. Дальше. والخلفاء الراشدون هم الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمته في العلم والإيمان والدعوة إلى الحق. Халифы, кто они такие халифы? Абу Бакр, Умар, Усман, Али. Кто они такие? Они последовали за пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, в знаниях, вере, в призыве к истине. وأولى الناس بهذا الوصف
аль-Хулафа аль-Арба. Самый, кто заслуживает это описание, и заслуживает Абу Бакр, Умар, Усман, Али, ради Аллаху анхум. Второе теперь. Аль-Амр биль-Ма'руфи ва нахи ани мункари. Аля ма туджибу. Так, второе, мы сказали до этого первое, методология Ахлю Сунна валь Джамаа, мы говорили, да, теперь второе мы говорим, что повелевание одобряемым, то есть призывание одобряемым, запрещение запретного, аля ма туджибу шариа, на том, чем нас обязует шариат, не от себя, не то, что люди думают, что это порицаемое. Один это думает, что это порицаемое, а Аллах, его посланник, шариат, говорит, нет, это не порицаемое. Один имам, мулла, шейх, аспирант, доктор думает, что это порицаемое, но Аллах, его посланник, сахабы так не думают, так не говорят нам. Дальше. وَالْمَعْرُوفُ مَا عُرِفَ حُسْنُهُ شَرْعًا. То есть, ма'руф, доброе дело, это то доброе дело, которое считается в шариате доброе, у Аллаха, его посланника доброе. Не то, что люди подумали. وَالْمُنْكَرُ مَا عُرِفَ قُبْحُهُ شَرْعًا. Порицаемое является то, что порицаемое в шариате, у Аллаха и у посланника. Мы же сегодня можем следовать за страстям, мы же слабые люди. Разные люди начнут к себе тянуть одеяло. Поэтому нужно понимать ислам так, как понимали пророки-сподвижники. Это очень важно. Коран и Сунну понимают таким образом. Фама бихи амру шарифа ма'руф. Если есть приказ нашего законодателя, Аллаха Субхану ва Та'аля, то это одобряемое. Оно желательное или обязательное действие. Вама нухия анху фау мункар. То, что Аллах, его посланник, запретил нам, шариат запретил, это порицаемое. Теперь условие этому амр биль ма'руфи ва нахи ан мункари. Первое, он тут говорит, условие. Аякуна мутавалли лидалика алима биль ма'руфи ва мункари. Тот, кто ставится в управление, власть имущий называется, власть имущий, правитель, он же должен повелевать одобряемым, запрещать запретные. Итак, поэтому он должен быть алимом в чем? Одобряемых делах и запрещенных делах. Что хорошо, что плохо, он должен знать. Что ваджиб, что сунна, в чем есть разногласия, он должен знать. Что харам, что ширк, что куфр, в чем есть разногласия, может быть, это не харам, это караа. Б теперь говорит, алла яхафа дарран аля нафси, он не должен бояться, что ему будет вреда. Джим теперь. Алла ятараттаба аля далика мафсадатан акбар. Когда он порицает порицаемое, не должно быть, он хочет убрать, допустим, одну точку наркомании, наркотиков, а там построили целый завод. То есть имеется в виду это. Алла ятараттаба аля далика мафсадатан акбар. Не должно быть, что большую точку там построили, вместо того ты хотел убрать маленькую точку. Не делают таким образом, не меняет плохое, на худшее не меняет. Плохое на худшее не меняет. Но маленькое, если нет другого варианта халяльного, маленькое харам, маленькое запрещенное, пользуешься, чтобы убрать большое, если у тебя нет возможности. Дальше. Третье. То есть третье теперь. Тот, кто повелевает одобряемый правитель или организация специально поставленная, призывающий людей к одобряемому, запрещает запретное, призывающий людей к нравственности. Третье, что он говорит? Насиха. Наставление кому? Правителям, лиулатуль умуру, правителям, власть имущим, ва икаматуль хаджи, делать с ними хаджи, правителям, то есть мусульманский правитель, мусульманин, единобожник, правитель судит по шариату, правит по шариату, с ним нужно делать также хадж, также борьбу на пути Аллаха, валь джам'и, валь-а'яди, ма'ум, валь-джум'и, валь-а'яди, извиняюсь. Джум'а, пятничный намаз с ними, джамаат намаз, также праздничный намаз с ним делают. Абраран кану фуджаран, будь этот правитель, нечестивец или послушник Аллаха он, но он правит по исламу, система исламская. Вальтизаму сам'а, он должен слушаться, подчиняться, если он, как говорится, правит по исламу, баракаллаху фикум, правит по исламу, то обязательно это поклонение, слушаться, подчиняться ему в подчинении Аллаха, его посланника. В подчинении Аллаха, его посланника, как в аяте сказано, «Ати Аллаха ва ати ар-расуль ва уль амри минкум». Подчиняйтесь Аллаху, его посланнику, и подчиняйтесь власть имущей среди вас, пока этот власть имущий подчиняется Аллаху, его посланнику. В этих вопросах только подчиняйтесь. Если он говорит вам, не молитесь в мечети, не слушайтесь его. И так дальше.
Лахум малам ямуру би ма'сиятилля. Подчинение они заслуживают, пока они не скажут греховное. Они вам скажут убить человека, они вам скажут торгуйте наркотиками. Не делайте этого. Четвертое. Должно быть наставление во всей общине. Должны распространять среди народа что? Любовь. Как любовь. Также ульфа, соединение, братство, вот таауни, также сотрудничество в добрых делах между мусульманами. Мутаббикина фи залика каули наби саллаллаху саллям, практикуя слово посланника саллаллаху саллям, аль-му'мин аль-му'мини кальбунян яшудду ба'ду ба'да. Посланник Аллаха сказал в хадисе Бухари и Муслима, что верующий является для верующего подобие строения, как стена стоит. Яшудду ба'ду ба'да. Эта стена укрепляет друг друга. И тогда, если будет такая община, она будет сильная. Ее не сломает враг со стороны. Вакаулю саллаллаху салям, также посланник Аллаха сказал, масалю му'минина. Подобие мусульман, верующих людей, фитаваддухим ватарахумихим ватаатуфим. Подобие им в чем? Любви, проявление милости между собой. Также сочувствие между собой, камасалиль джасади. Подобие одному телу, говорят, верующие люди бывают. Как одно тело. Как одно тело. И если где-то у тебя болит, везде у тебя начинает болеть. Ты за это переживаешь, помогаешь, лечишь. Ты же не забрасываешь свою руку, если у тебя она болит. Другое тело отзывается, когда часть болит у тебя. Будь это лихорадкой или, скажем, другим. Так дальше этот хадис привел нам имам Бухари и также Муслим. Пятое. Аддаут или макарим ахлак. Что они делают, правители, власть имущие? Призывают людей к лучшим нравам, почетным нравам, уважаемым нравам. Вамахасин амали, красивым деяниям. Также призывают они правдивости, быть правдивым, быть подчинением, валь ихсани, добрым быть. То есть проявлять добро к людям, мусульманам, не мусульманам, верующим, неверующим. Вашукру инданиам. Также быть благодарным Аллаху, а затем людям быть благодарным. Благодарить людей за то, что они делают. За добро нужно благодарить. За зло нужно, как говорится, да, отвечать правильным образом. Если пришла тебе беда, проявлять нужно терпение. Также нужно иметь хорошие отношения, соседские хорошие отношения. Должны быть соседи очень хорошо между собой. Также со своими друзьями. Человек должен относиться хорошо к друзьям. И другие нравы, которые ислам призывает, шариат нас призывает, чтобы мы слушались и подчинялись. И это является один из видов поклонений в отношениях. Шестое теперь. Также нам запрещает ислам, чтобы у нас были плохие поведения. Плохое поведение нам запрещает Аллах. Как, допустим, вранья. Как ослушание, допустим, родителей, также ослушание мужа, допустим, также ослушание родителей и мужа, если вышла замуж, если вышла женщина. Также относиться к людям плохо является из запретных, из больших грехов. И быть недовольным предписанным Аллахом тоже является из грехов больших. Также не быть благодарным. Большинство женщин бывает неблагодарны своим мужьям, как в хадисе мы сказали. И мы это перечисляли 70 больших грехов в нашей книге, в этой книге. И лекции у нас есть, могут вернуться в YouTube наши каналы Абдурахман Абу Мухаммад или Исламского университета Украины, канал вернитесь, послушайте. Так дальше что? Также относиться плохо к соседам является большой грех. Относиться к своим друзьям плохо тоже является большой грех. Родителям плохо относиться, также друзьям плохо относиться. Большие грехи. И также другие плохие грехи, которые порицаются нашим шариатом и также обычаем. Нашим обычаем тоже бывают некоторые вещи порицаются. Поэтому нельзя порицать также дозвольные обычаи. الأمور التي يزن بها أهل السنة والجماعة ما كان عليه الناس من العقائد والأعمال والأخلاق. То есть те действия, которые Ахлю Сунна валь Джамаа взвешиваются на весах. Взвешивается на весах судный день, идеология взвешивается, вера взвешивается на весах судный день. Кто хочет послушать весы судный день, вернитесь на наш канал в Инстаграме. Абдурахман Абу Мухаммад канал.
Там я рассказываю про весы в пятницу каждый раз. Итак, будут взвешиваться еще дела, не просто вера, идеология. И будут взвешиваться поведение, наши нравы еще, ахляк. То есть будут взвешиваться, мы сказали, идеология, дела наши, поведение. Хия китаб ва сунна валь иджма. Это Коран и сунна и единогласие ученых. Фаль китаб гуль Коран. Коран, то есть книга это Коран наша. Сунна это то, что сказал посланник саллаллаху алейхи ва саллям. Или сделал он. Сунна бывает первоначальные слова, а потом дела. Дальше идет что? Икрар, подтверждение то, что делали сподвижники. Икрар. И также сунна хулкия. Хулукия называется, его нравственный. Или халкия, или то, что на нем посланника саллаллаху алейхи ва саллям. То есть борода его, волосы его. Так дальше. والإجماع هو اتفاق العلماء المجتهدين من هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. Иджма это что? Единогласие ученых это что? Иджтихад. Иджма, единогласие ученых муджтахидов из этой уммы. После пророка саллаллаху алейхи ва саллям, которые сделали единогласие. Аля хукмин шар'и, определенным хукму шариата, это называется у нас иджма. والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح. На том, чем объединились наши праведные предшественники салаф салих. Это иджма, объединились. Итак, иджма бывает два вида. Сарих, явный, сукути называется, молчанием, согласились. Как если не было бы даже довода протирания носков хадиса, то даже достаточно было то, что сделали сподвижники, что они протерли свои носки и свои портянки. Протерли они. И поэтому это даже достаточно, не говоря уже о хадисах. И некоторые говорят, 4 мазаба этого не делали. Приведи мне довод. Ид ба'дум, дальше он тут говорит. Ид ба'дум катрул ихтиляф ванташатул умма. После них что случилось? Много стало разногласий. Стало распространение нашей общины. Катрул ихтиляф. Валам ядкур муалиф кияс. Тут ученый не упомянул вообще кияс, аналогию не упомянул. Потому что сама аналогия возвращается в Коране и Сунне и единогласие ученых аналогий. Ас-сиддикун, правдивые кто такие? Ваш-шухада, вас-салихун, валь-абда. Также шахиды и праведники, и также кто заменяющий. Ас-сиддикун, хумус-садикун, би'атикадим. Они правдивые в своем вероубеждении. Ва-каулим ва-амалим, в своих словах и делах. Валь-мусаддикуна биль-хак. Они также верят истину. Они приняли истину. Вашуда, кто такие шахиды? Хумулладина кутилу фи сабилля. Это те люди, которые погибли на пути Аллаха. Должен быть путь Аллаха. Он вышел только возвысить слово Аллаха. Чтобы возвысить слово Аллаха, распространить слово Аллаха, укрепить законы Аллаха. Будь это 1, 100, 1000 законов, а их больше 1000. Вакиля сказано слабым мнением аль-уляма. Шахиды имеется в виду ученые. Ас-салихун, кто такие праведники? Алхамдулиллах. Праведники. Хумулладина салахат кулубухум ва джаварихум бима кама бихи мин амали салиха. Это те люди, у кого исправились сердца. Если у тебя сердце сначала не исправилось, ты сам не сможешь исправиться. Значит, что нужно сделать? Посмотреть свое сердце, изучить свое сердце. Что его, какие слабости у него есть. Надо бороться с самим собой. Некоторые думают головой, а больше нужно думать своим сердцем, имеется в виду. Какая проблема у меня с сердцем сначала? Человек должен бороться сам с собой. Потом дьяволом, потом врагом или лицемером, а потом врагом называется. Этапы. Дальше, если враг напал, это уже другое дело. А до того, как враг напасть, нужно быть готовым, готовиться. Дальше, кто такие теперь? Вассалихун мы сказали. Те, которые исправили свои сердца и свои тела, то есть те органы тела. Бимакам бихи, что они делают? Миналь амали салиха, из праведных дел они делают, соответствующие шариату. Не выдумывают, не представляют, не сами делают, а следуют они Коране и Сунне. Валь абдаль, кто такие абдаль? Это те люди, абдаль, заменяют они. Я умру, я хочу за мной, чтобы были мои потомки, мои ученики, следующие за этой религией, чтобы они распространяли эту религию, чтобы они помогали этой религии. Об этом имеется в виду валь абдаль, заменяющий. О Аллах, не заменяй нас
на этом пути. Не приведи Аллах других вместо нас. Укрепи нас на этой религии и дай нам умереть. Фи насри дини Аллахи, помощи этой религии, защиты этой религии. Куллама захаба минхум вахиду халафа ахар бадаль. Когда один погибает или умирает, когда уходит он к Аллаху, его заменяет один или больше заменяет. О Аллах, укрепи наши стопы, замени лучшими нас, если мы умрем и погибнем на этом пути. И так что некоторые думают, если шейх ошибся, что шейху нельзя сделать опровержение. Шейху можно сделать опровержение этикетом. Если он лжет, значит лжет. Если ошибся, он ошибся. Если он говорит акиду му'тазилитов, он сказал акиду му'тазилитов. Если он сказал акиду мурджиитов, он сказал мурджиитскую акиду. Он сказал хариджитскую акиду или шиитскую акиду. Его слова, слова мурджиитов. Его слова, слова му'тазилитов. Слова шиитов. Не сам сразу. Почему? Потому что нужно рассмотреть, полностью он или нет. Большинство или нет. Надо рассмотреть, кто он такой. Итак, баракаллаху фикум. Или бывает трус, дезертир бывает. Сказать просто, он был дезертиром. У него, быть может, свои тавилят, однако он дезертир захируль хукм. Итак, дальше. وكل هؤلاء الأصناف الأربعة موجودون في أهل السنة والجماعة. 4 вида, которые мы перечислили только что, абдаль, заменяющие друг друга, праведные, правдивые, шахиды, мы сказали. И они есть Ахлю сунна валь джамаа. А таифа теперь, группа, определенная группа, таифатуль мансура, победоносная группа до судного дня. Бисмилlah. Тут говорится тема. Ат-таифатуль мансура иля киями са'ат ва ма мураду би киямиха. Победоносная группа до судного дня, которая будет. И что имеется в виду до судного дня? Ат-таифатуль мансура, это имеется в виду победоносная группа, это Ахлю сунна валь джамаа. Не те, кто говорят, что я Ахлю сунна валь джамаа, а те, кто следует идеологиям, поклонениям, поведениям Ахлю сунна валь джамаа. Алладина каля фихиму набию саллаллаху алейхи вассалям. لا تزال طائفة من أمتي على الحق المنصورة لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. Хадис другого كذلك. Этот хадис передал имам Бухари. И что говорится в хадисе? لا تزال طائفة. Не перестанет существовать группа людей, победоносная группа из моей общины, он сказал. На истине. Они будут на истине победоносны. لا يضر من خذلهم. Если мы не найдем на этом пути Ахлю сунна валь джамаа, помощников, если не найдем, то они сами себя должны обвинять. Если мы не находим помощников, распространения этой пути, сохранения этой пути. Ла ядуррум, сказал посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, не навредит им те, кто их оставил без помощи. Валя ман халяфахум, и те, кто им противоречит. Хатта яти амруллах. Пока не придет приказ Аллаха, они будут на этом стоять. Ахлю сунна валь джамаа будут до судного дня. И не разрушится мир, пока есть Ахлю сунна валь джамаа на земле. Стойко стоят они на прямом пути. И если исчезнут Ахлю сунна валь джамаа, исчезнет весь этот мир. Хадис в другом сказано. Ла тазала таифату мин уммати. Это хадис Бухари. В Муслиме сказано. Ла тазала таифату мин уммати захирин. Они будут видны везде. Они будут захирин, видны везде. Итак, в риваяте другом сказано, хатта такуму саа, пока не наступит судный день. Ну, когда наступит судный день, значит, знайте, Ахлю сунна валь джамаа отсутствует в это время. Самые худшие люди, самые худшие твари будут в это время. Валь мурад, поэтому мы хотим, чтобы было больше Ахлю сунна валь джамаа, которые следуют за пророками и сподвижниками. Идеологии в поклонении и в поведении. Это кто? Это люди рая. Они исправляются сами и исправляют других. Валь-мураду би киями саати курбу киямиха. Имеется в виду что? Би киями саати. Имеется в виду близко к концу света. Они будут до конца этого света, пока не разрушится. Фа-иннама. Когда будут разрушаться, знаете, уже отсутствует Ахлю сунна валь джамаа. Если мир этот разрушается. وَإِنَّمَا أَوَّلْنَاهُ بِذَلِكَ لِأَجْلِ أَنْ يَصِحَّ الْجَمْعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَدِيثٍ. Почему мы растолковали его? Чтобы объединить два хадиса. Прошлые хадисы, в котором сказано, не перестанет быть моей общины победоносная группа. И этот хадис, который мы перечислили только что, и этот хадис. إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ
ман тудрикуму саату ва махья. Самые худшие твари, сказал посланник, саллаллаху алейхи, самые худшие люди. Ман тудрикуму саа, до кого достигнет час, судный час. Ва махья, они будут живы. И когда они будут живы, если увидят судный день, пусть они знают, они самые худшие люди были. Самые худшие люди. Это худшие люди увидели. Хадис передал нам имам Ахмад, ибн Хузайма, ибн Хаббан, ибн Аби Шайба. Также сказал шейх ислам фи ихтида сирата мустаким, называется книга Иснаду джаид, он сказал. Дальше что? Ахлю сунна валь джамаа хум хиярул халки. Ахлю сунна валь джамаа. Они избранные люди Аллаха. Почему? Потому что следуют они верой, идеологией, поклонением, поведением за пророком, саллаллаху алейхи, и самыми лучшими людьми, как мы сказали, за 4 халифами. Все сподвижники следовали за 4 халифами. Итак, хум хиярул халки, это самые лучшие люди после пророков. Фаля юмкину ан тудрикуму саа. Невозможно, чтобы такие люди увидели разрушение мира. Фанас Аллах. Просим Аллаха. Ан ядж'аляна минхум. Просим Аллаха, чтобы Аллах сделал нас из этих ахлю сунна валь джамаа, кто следует за пророком, саллаллаху алейхи, и его сподвижником, стойко стоящим на этом пути. Валля язига кулубана. Просим Аллаха, чтобы наши сердца не отклонялись от прямого пути. Ба'да идхадана, после того, как Аллах нас наставил на прямой путь. Ван яхибаляна минху рахматан иннаху аль-ваххаб. Чтобы Аллах нам даровал от Него свою милость, и Он является дарующим. Ва саллаллаху ва салям аля набийна Мухаммад ва аля али ва сахби аджмаин. Амин. Так что мы закончили книгу. Баракаллаху фикум. Альхамдулиллах. Просим Аллаха, чтобы она была полезна для всех. Вопросы есть у вас?